ребятки, всем привет из гибрид-центра. Макс вышел на работу у нас. Говорили, где Макс, где Макс? Вот он, я здесь работаю. Отдохнул маленько и работает. Короче, все нормально. Вот у нас приехал шаттл такой вот на обслуживание. Парнишка Миша зовут. У нас давно уже как бы он клиентом является. Приезжает с лета на осмотр автомобиля. Вот, ну пробег у него нормальный. И подшипник решил он свой обслужить. Но почему подшипник решил обслужить? Потому что у него потек сальник коренного. Вот. Нам надо, получается, чтобы эту проблему исправить, сальник снять, чтобы надо коробку отделять. Ну и одновременно мы как бы предложили ему, раз уж ты эту процедуру делаешь, давай заодно тебе и подшипник обслужим, да? Чё бы нет. Нам это как бы вообще не сложно будет. Ну и все. И будет шаттлец еще бегать и бегать и бегать. Здесь у него, вон Макс уже тут все подключал. Жидкость у него чистенькая. Правда там, ну правда остатки от 5P8 там надо будет убрать все равно. Мы жидкость все равно заменим. И масло поменяем. Все равно сливать. Вот. А так что? Сломанного ничего не нашел? Пока ничего сломанного не вижу. Ну, я еще до низу не дошел пока. Ну, по приводам вроде все нормально здесь. По ходовке тоже ничего не вижу такого. Так, Так, братан, что-то там было. он это, Что там было нахуй? слетел немножко с этого. Вот так вот. Тихо, тихо, С тихо. домкратика. Так вот. Что еще? По машине все ровненько. Косяков тоже особо не наблюдается никаких. Все нормально. Здесь надо опустить. Шпильки все целые, да? Или сломанная? Шпильки чего? Здесь шпильки все Вот целые? эти? Или вот что-то не хватает? Две, да? Это что, сломанные? Не, братан, тут же А, тут 4. А, 4 же. Конечно. Я не туда смотрю просто. Так вот. В общем, 3 дня машина поедет. Все покажем, все расскажем. Это учитесь, какой должен быть двигатель чистый. Миша мыл сам двигатель, моет постоянно. Все нормально, говорит, никаких проблем. Вон. Да, Все вот чистенько. здорово. И нам в сервисе приятно с такой машиной работать. Да? Никакой грязи. А то приезжают, там чуть ли нафиг, не знаю, мешку картошки можно там сажать, да? Чистота, залог здоровья. Во. И машины бегают. Да. Вообще, мы возьмем такую практику. Зимой, наверное, будем уже машины принимать, скорее всего, уже чистыми. То есть едете сначала на автомойку, все отпидориваете, потом пригоняете сюда на ремонт. Но это не в экстренном случае, если на обслуживание. Экстренные автомобили, я имею в виду, которые встали на трассе, придется все равно делать, но они на эвакуаторе приезжают. А летом мы будем сами движки мыть. Керхер будет, помыл, Летом можно, спокойно, загнал. Дополнительно там сумму. Зимой опасно, конечно, бля. Ну не дай бог, что замерзнет нахуй. Ну да. Не высушится нахуй. Не успеет высохнуть. Да. Ну, приусы можно мыть, в принципе. Нормально. Мы вон мыли 20-ку У нормально. нас же моется нормальных нету, которые тебя высушат хорошенько. Ну да. А где их? Есть у нас такая? Не, есть они бабок берут до Ну, хрена. это пиздец, ёб. Вот это элит-мойка, что они вообще ебанулись? Да. Ну, рублей 5 они за двигатель Ну, возьмут. видишь, нахуй. Ну, Это типа чисто двигатель, да? да, чисто движок помыть, наверное. Рублей 5 возьмут. Нахрен оно надо? Он заехал на самообслуживание. 350 рублей. Ну, хрен с ним. 600 рублей отдал. Ты его весь помоешь, движок. Там Я за мыть-то. 150 рублей мой. Ну, ты машину моешь за 150 рублей. А тут Да, двигатель, в общем, блядь, двигатель с помыть. двигателем, нахуй. Да. Вот. Так что вот такие дела. А так тачка прикольная. Вон у него как всего. В салоне аккуратненько все. Нормас. Ну, у него гараж, он говорит, теплый в этом году нашел. Мгм. Тепленький. И машину, говорит, могу протирать. А Мгм. до этого, говорит, 2 года холодный гараж. Ну, он к нахуй. машине прям относится тоже хорошо. Молодец, молодец прям. Так вот. Такие дела. Такой вот шатлец. Делаем шатлец. Сейчас я. Не надо, Короче, здесь под замену шаровые.
Ну они слабые, пиздец. Ну, они совсем болтают. Трогай даже сам. Да вообще он ни о чем. Тоже это такая же поебень. Ну-ну. Вообще. Надо еще две линки покупать. Вот. Линки Такие тоже. вот, так себе, блядь. Ну понятно. А по сайлентблокам что, нормально все? Солиблоки с ними, блядь, можно даже их не смотреть, но я так посмотрел, с ними все в порядке. Нормально, да? С ними ничего не происходит. Ну и все, в принципе. А так что, болты, ничего не подтянуто, все нормально. Вот с болтами Всё ровненько, да? нормально, да? Ага. По сути. Ну все, что, балку снял. Осталось что там, коробку. Ну давай, если что скажешь мне потом, я помогу тебе коробку стянуть. Ага. Ну тут немного Позовешь? Ну. осталось. По чуть-чуть, короче. Угу. Ну все. Ну, сегодня она... Где вдвоем надо будет, я тебе помогу. Так. Тут просто надо будет тебе просто опустить На, коробку и всё, на. тупо. Ну все, базар ноль. Больше не хочешь. Давай. Так, что у нас? 4 часа. Макс уже все стянул. Все готово. У нас уже коробочка. Ну, что сказать. Шумов на ней нету вообще. Шелестят только диски. Ну, раз уж полезли, так смажем заодно. Вот. Бежит у него отсюда сальник, который именно с коробки первичного вала, да. Первичный, вторичный. Привода у него нормальные, да, И сальники? вообще они еще и мягкие. Брат. Мягонькие, нормальные. Ну, машина, в принципе, в хорошем состоянии. Не рвали ее, ничего. Видно, что машина в нормальном состоянии. Ну, сейчас мы ее обслужим, и она еще будет ездить. Короче, с коробки текло. С коробки, да, с коробки. В перемешку. Ну вот сцепу надо посмотреть, ничего ли там не бежит все-таки этот подшипник. Да? Ну, сейчас будет видно. Ну вот это масло. Не, это не тормозуха. Это масло. Даже запаха тормозухи нет. Ну, там масло... Ну, у меня чего? сейчас, обоняние херовое. DW, А? ну, АТФ-ка. АТФ. АТФ-ка? Да. Нет. Ну, что-то типа того, ага. АТФ-ка. Да, я думаю, что она коноплей воняет. АТФ-ка вытекала. Ну, АТФ-ка. Она не грелась. Корзина, посмотри, она как. Но. Новая. Как заводская, да? Заводская, Цвет ага. красивый вообще. Цвет Цвет красивый. мрамора, да? Да, да. Цвет Типа мрамора. такого, ага. Ну вот только вот тут немножко рыжик. Ну это херня. Как будто Да. его новую поставили, да? Но. Кстати, Остальное всё старое Кстати, было. а кто вот его знает? Может она и новая. Ну, может ее уже Ну хотя не видно было, что, да? Ну, не, По болтам, что ее снимали. ну. Тут Снимал. даже родная смазка Но. белая. Вот она. Мгм. Ну, короче, девственная. Единственное, даже вот смотри, знаешь, почему могу сказать? Вон, видишь, Да. родная смазка Мгм. японская. Ну, тачку не разбирали еще ни разу. Нормально. Ну, обслужим, раз сняли уже, что, хорошо же. Короче, оно еще лучше даже, чем у Володи было. Да, вообще тишина. На Везеле. Помнишь, белый Везель мы обслуживали? Увезли, да, шумновато было. Не, ну А мы это когда вообще прям- обслужили, когда мы только разобрали везель, он был шумноватый. Мгм. Э, Да, а потом он нормально потом стал. он тихо Да, стал а сейчас у работать. него типа на холодную начинает. А сейчас на холодно. А тут Ну, смотри. Ну Смо- что, может, смазка подмерзает немножко? Да, может быть, скорее всего. Не, это не смазка. Там объяснение есть. Вот эти шарики, как мне вчера объяснили, Износ? у них идет износ, они Да. превращаются в овал. И, короче, Мгм, когда мгм. он сухой подшипник, ты этого не заметишь. То есть нету этого вот этого вот звучка. Почему? Потому что он овал встает и на сухую как бы... А когда смазка есть, он встает именно боком и начинается шум. И вот пока вот не прогреется смазка, Мгм. она прогревается, овал встает в свое место нормально, Мгм. и звук пропадает. Может, он зеркало Зеркало, да. Вот именно что у него есть свое, по идее, покрытие, а при износе оно уже уходит и оно шершавенькое Да, да. становится. Вот из-за этого этот звучок-то и появляется. А здесь вообще прям, да, здесь прям крутая корзина. Ну и диски посмотри, диски нормальные, да?
Диски тоже хорошие. Да что они вообще не горели? Вообще толстые, смотри какие. Вообще. Как новые. Огонь. Это, конечно, бомба. Ну, подшипник мы снимем, обслужим. Набьем его уже с маской. По-любому придется обслужить. А что мы будем, блядь, сейчас? Ну а что теперь на полпути? Ничего не делать? Ну, а что сейчас мы обратно поставим, а у него Пройдет начнут тысяч мозги 30, ебать, на. 30. Он, может, отходит, а потом она сухая станет. Продлим жизнь ей, Конечно. корзине. И будет нормально все. Ну что, доставай колечко. Да сейчас это самое. Мыл колокол. В общем, бежит тут этот сальник. Да, его видно, вон он. Вот он сапунил, видно. А здесь, получается, снял маховик. Да, да. Здесь ничего не бежало. Здесь все сухо. Сухое? Ну все, корзину отмоешь. Да знаешь, что хорошо, что ты сейчас хорошо отмоешь там. Да? Да. А он просто, братан, вот эти Шлицы, короче, да? 6 болтов и Ну, все. главное по месту поставить так же. Я их пометил. Ну и все. А он по месту и встанет. Ништяк, короче. Собирать будем потихонечку. Сальник поменяем еще. Установили новый сальник. Вот он новенький. А это старый. Оттуда его вытащили. Как-то так. Загнали оригинал. Оригинал Honda Made in Japan. 91 212 003. Подшипника имеется люфт. Немножко холостого хода. Небольшой. Вот он. Люфтит. Вот он. Люфт есть немножко. Не сильно большой, но есть. Сейчас задача егошней. Макс сейчас его весь разберет. Посмотрим, что со смазкой. Вымоет его весь. И заново набьем новой смазкой и будем ставить. Обычно бывает же. Да, сальничек у Да, нас да. в хорошем состоянии. Идеально. Все. Сепаратор весь целый. Ничего Да. нигде не сломано. Ну я смотрел, высматривал, нихуя. Видишь, лито у него. Как Да, будто. ну как будто, да. Ну. Вот люфт тут это тут мне только не Ну, нравится и все. люфт Но он у всех у почти. всех люфт. Ну, Абсолютно. ну, это пробеги уже. Ну. Дают о себе знать. Мгм. Не будет этого люфта только в новом подшипнике. Когда новый засадишь. Да. Той же Тай. Вот вчера мы поставили, люфта не было. Не, нормальный подшипник, в хорошем состоянии, в принципе. Да. Грязь вот эту всю сейчас вымыть. Вон, смотри, сколько грязи. Грязи дохуя. Вон, вот это все грязь. Но он уже сушиться начал. Да. Потихо. Ну, еще бы проходил маленько и все. Ну смазки мало осталось уже. Уже все, видишь. Она уже как гудрон как будто становилась, нахуй. Ну, грязь. В основном. И там всякий песок, нахуй. По идее. Ну, Видишь. Ну такой, он уже суховатый. ну все, вымывай его. Забиваем новый. И ставим. Посмотрим, как он ходить будет, все. Нормально все Ну будет, вот я думаю. втулка егошняя. Износа кстати, егошнего износ вообще нету, как будто. Практически нету. Канавки нету, не набило. Канавки нету, ага. Такой Это хорошо. хороший, ага. Ну, эти шарики явно подхавало, потому что они по песку работали. По песку, ага. Износ пошел у него, ага. Ну, вовремя Ну да. начали разбирать. И теперь не будет больше износа у него. Сейчас смажем. Чики-пики будет. Да? Идем продувать корзину. Даже вообще нету грязи, но. Да не, она чистая. Не буксовала. Но вообще не буксовал, блядь. Маленько так повылетала. Чуть-чуть. Короче, вообще. Корзина как новая, ёптана. Вообще не перегретая, ничего. Вообще. Такое ощущение, что ну, ее новую ставили. Коробка как будто помененная, да? Ну, Или как сцеп. будто вот, Или сцепа. как будто вот с завода продается же. Но. 210 тысяч, Мгм. который мы поставили. Она на него похожа-то, пиздец. Да, как да, новая. да, да.
Я еще подумал, знаешь, это говорил, что на Китай похоже как будто, да? Не, ну вообще жестко, смотри, даже Но- вон, смотри, эти но метки, точки. метки, точки все Но. новые. Новые, ага. Даже не потерлись, еще чего-то там, да? Как будто сцепы меняли. Ну, на то похоже. Ну, сделали заебаты. Мгм. Незаметно. Ну. Все шлифа, да, все четенько. Да, все четко. Вообще нахуй. Блять, даже болты, наверное, может быть и смазали. Вообще. Может быть. А чё нет? Ну. Всё смазали. Ну дай бог, чтоб ходил машинка. Машинка такая, в хорошем состоянии. Вообще в хорошем. Четко. Сейчас еще смажем. Вот эту грязь всю уберем. Ну. И будет ходить. А кем вы, собственно, работаете? Это не важно, кем он работает. Он музыкант, прирожденный музыкант. Ну а где вы живете? Где вы прописаны? Он поэт. Он на белом свете живет. Черный кофе с утра, потолок в дыму. Всюду воет сирену, не на луну. Малый снова продал по тематике. Это школа, но не математики. Свежий нал, как медаль на первых царевых. Главное, братишка, верить в свое дело. Тут горячий твой взгляд обязателен. Ты смотри, не кажись им приятелем мягеньким, будто формочка телочки, что в лице не меняться под корочкой. Ведь игра будет так увлекательна, пока дяди не станут внимательнее. Местные районы, как и местная шпана, снова поставят эти темы там, где наши имена. Ведь голоса окраин никогда не перебить. Это не песни о любви, в которых не было пути. Как же мне, братик, жить правильно, если мы еще со школы клали на правила? Ведь в жизни другие экзамены, ну ты знаешь, мэн. Посмотри, за что купил, зато продал. Кем меня растила мама, тем и стал. Повидал людей, повидал места, повидал немало. Посмотри, за что купил, зато продал. Кем меня растила мама, тем и стал. Повидал людей, повидал места, повидал немало. 9-9 дел заварил не Липтон. Подрубил ТВ, на ТВ Билл Клинтон. Не употреблял, не пишем слитно. В банке кофе на балконе догорит без фильтра. Рубль упадет, подрастет крипто. Деньги на счетах, подставная фирма. Всюду нищета, как в нашумевших фильмах. И я бы принял этот мир, не наложив ни фильтра. Черно-белый день в черно-белом цвете. Я вроде тебе говорил, ты вроде бы подметил. И я бы что-то изменил, но все слова на ветер. Это не яблочный пирог, и мы давно не дети. 33 проблемы, 9-9 дел. Прибавил децибел. Где-то надо меру знать, где-то предел. Где-то надо, чтобы остыл, где-то чтобы закипел. Как же мне, братик, жить правильно, если со школы мы клали на правила? Ведь в жизни другие экзамены, ну ты знаешь, мэн. Посмотри, за что купил, зато продал. Кем меня растила мама, тем и стал. Повидал людей, повидал места, повидал немало. Посмотри, за что купил, зато продал. Кем меня растила мама, тем и стал. Повидал людей, повидал места, повидал немало. Как же мне, братик, жить правильно, если со школы мы клали на правила? Ведь в жизни другие экзамены, ну ты знаешь, мэн. Посмотри. Ну она разработается еще. Считаю, центрофужная сила, прикинь, какая мощная будет. Раскидает смазку. Вообще охуенно будет. Все, втыкаем в корзину его. До завтра. Завтра будем коробку ставить. Что ты не хочешь? Не хочет. Что ты, ёпти? Что за хуйня? О, бля. Ну потому что она криво стоит. Тихо, тихо, тихо. Пошла. Пошла. Одно село, да? Ага. Ты туда-сюда ее. Да, я понял. О, вот так, ага.
Может, немцы посмотрят, как мы их коробки делаем. Они вообще там ебанулись. Что творят, сука? Вот так вот. Такой в сервисах, да. Приобрел вот такую вещь, короче. Погоди. Короче, у Максона сегодня у нас день рождения. Да. Вот. Все ставьте лайки. 380 лет. Да. Короче, такая вот тема. В общем, я думаю, лучший подарок для Honda механика — это вот такие вот ключи Офигеть. офигенные. Думаю, Да, круто. подарил тебе, решил. И этот, чтобы ты этими ключами, короче, 100 машин раскидал. Да может 1000, не Спасибо знаю. тебе, брат. Ну, давай, работай. Ну а так, что у нас сегодня нового? Да, вот такую тележку купил сегодня для сервиса. Потому что меня уже заколебал вот этот бардак, который на нижней полке. Мы будем его убирать. Все сюда сейчас сложим. И тележку мы вот сюда вот сделаем. ПК вот и туда перекатим. Здесь. Вот это очень хорошая. Да, у него еще подложка есть резиновая. Там, короче, я купил. Ну, она в комплекте шла. Чтобы складывать всякие ключики. Где-то она у меня тут была. Да, это для мастера самое то. Она же подкатная, ты ее подкатил и работаешь. Вот такая подложка. Все ключи у тебя перед тобой, все лежит. Ну, она сейчас выровняется. Немножко. Подкатил, откатил. Да. Положил. И, в принципе, по цене не так уж и дорого. Потому что я такие саташные видел, дорогостоящие всякие. Они 50 тысяч стоят. А вот это вот, ну, 20 копеек я отдал. 22, по-моему. Ну. Материал. Да пойдет, пойдет. Ты что, уже Хонду собрал? Да. Хрена. Сейчас это Красавчик. масло заливаем. И И все, да? И будем мы ее заводить, калибровать. Завтра, может быть, клиент уже ее заберет. А может, сегодня. Посмотрим. Ну. В общем, потихоньку развиваемся. Приобретаем инструменты, потому что без инструмента никак. Все должно быть удобно в сервисе. У нас тем более место такое маленькое, компактное, да? Чтобы ничего не валялось, все должно аккуратно быть. не, здесь место очень хорошее. Место комфортное, Да. просто мало места, вот и все. А так-то все под рукой. Так, все тогда что? Сейчас буду складывать, заниматься. Да, вот такой большой ящик у нее есть, хороший тоже. Сюда можно что-нибудь складывать будет сейчас. Расходные материалы, какие-нибудь резиночки, сальнички. Вообще милое дело. Прибрался. Все теперь по местам. Полочку здесь всю разгреб. Здесь тоже. Теперь у нас вот. Оп. Здесь весь инструмент. Здесь есть. Уже знаю, что по местам лежит. Кайф. Так вот, в общем, все четенько. Охрененный ящик. Еще буду такой брать потом. Пока вот сюда перекатил. И сюда еще один потом ящик возьму. По идее, вот так вот сделать вообще будет. Весь инструмент здесь. В одном месте, компактненько. Сюда бы маленький ящичек тоже бы такой замутить бы. Чисто место под батарейки, где заниматься. Здесь всякие болтики, шмолтики, все, что связано с батарейками, с питанием, с электрикой. Сюда, наверное, затрамбую. Ну, потом посмотрим. В общем, нормально, все компактно. Макс там собрал уже шаттл. Сейчас будем заводить, калибровать. И все в таком духе, да? Знаю калибровать шаттла. После обслуживания выжимного перемазали мы его. Все, пошла калибровочка. Еще раз говорю, что на этом автомобиле было заменен сальник первичного вала, бежал. Вот, это была основная причина того, что человек приехал к нам на ремонт. Очень, ну, у него с колокола потихоньку масло шло. А так, по пути мы сразу обслужили обжимной, ну, выжимной подшипник нормально сделали. Перемазали его. Вот. Так что сейчас мы его, тачку откалибруем, в динамике сделаем. Ну и все, человек будет ездить, радоваться.
отпустим сегодня, через недельку потом заедет, проверим все. Все ли что-то бежит, не бежит. Но всегда надо проверку делать. Да. Актуаторы нормально у него, слушай, работают. Последний этап. Сейчас муфта прогреется. Завели двигатель. Все хорошо, да? Шумов нету никаких. Да не, нормально работает. На холодную просто. Двигатель так работает. А от подшипника ничего нету. Звука нету. Да. Не есть там остужена. Не, нету. Не, тишина, братан. Вот двигатель, да? Вот здесь, смотри. Звук идет. От первого цилиндра. Бух какие-то. Или меня уже не есть. Не режется. Ну вот самое главное, чтобы сухо было все. Сейчас прогреем муфточку и поедем, динамики сделаем. Приезжаю на калибровку шаттла. Все, поехали. Пробег 163 714 километров. Прошел он у нас от ТО, подшипника, обслуживания. Сейчас иду калибровать динамики. Так вот, такие дела вот. Ну, идет нормально, плавненько все. Хорошо. Сейчас откалибруем. Вот привели в порядок очередную Хонду. Завели. Все, машина работает. Все откалибровал. Сейчас останется прокатиться. Ну и на этом все. Вот так вот, ребятки. Автомобиль теперь полностью обслуженный. Такой вот хороший автомобиль. Он в очень хорошем состоянии. Люди за ним видно, что ухаживали. Он весь чистенький, весь помытый, подкапотка вся помыта. В общем, человек с душой относится к автомобилю. Был косяк. Парнишка прям боялся за него. Он уже его продавать хотел. Думает, что-то побежало, короче. А оказалось, просто сальник этого первичного вала потек, да и все. Ну, сняли коробку, обслужили. Выжимной. Выжимной тоже в очень хорошем состоянии. Все целое. Сепаратор целый был. Там шарики нормальное состояние. Выработки вообще практически никакой. Мы когда его сняли, он был суховастый, но шума никакого, вообще тишина полная. Тем не менее, мы его перемазали, обслужили. Я думаю, что он будет бегать и бегать теперь, этот автомобиль. Тачка очень красивая. Я говорю, на нем косяков даже особо нету. Комплектация простейшая. Единственное, что на нем надо поменять сейчас шаровые будут опоры и линки. Линки прям вообще в плохом состоянии. Клиенту говорили, чтобы он поменял по ходовой. Купил хотя бы, мы бы поменяли. Ничего такого нету, потому что все равно мы все это дело снимали, могли бы поставить. Но денег нету у человека покупать сейчас запчасти. Ну, бог с ним. Ладно, ребята, вот такой вот был шаттл у нас очередной. Следующая машина у нас будет Honda Fit, походу, на эвакуаторе привезут. Ну и в принципе тоже смотрите. Там будет подшипник готовский. Скорее всего, мы скоро его будем делать. Все, на морозе тяжело снимать, очень холодно, 50 градусов у нас. Всем пока, всем привет из Якутии, ребята. В продолжении хочу прокатиться на нем. Вот. Едет нормально, без затупов. Газ нажал, он поехал. Топает он. Вообще замечательно, я бы сказал. Вот уже раз. О, пытается накидать скорости. Тут скользко. Не буду на нем гонять сильно. В общем, хорошо идет машина, мне очень понравилась. Тачка вообще в хорошем состоянии. К нам таких очень мало приходит. Вот. Но, тем не менее, вот пришел. А так, комфорт, красота.
Здесь у него намного интереснее, чем в Приусе, конечно. Короче, Honda рулит. Honda тоже рулит, не только Toyota. Кто там хает Honda? Смотрите, как красиво все. Информативно все сделано. Вон заряд идет, все в порядке. Рекуперация идет у нас. Все, сейчас будем звонить хозяину, приедет, будет забирать машину. Красавчик, свой день рождения сделал этого шаттла. Короче, идет замечательно, все мягенько, переключается плавно, вообще понравилось. В этот раз получилось за За 2 дня, 1,5-2 дня, да? 1,5 дня. Ну 1,5 даже, Еще да. день не кончился. Да. Так что Так все получилось. быстрее. Ну, Это- почему получилось? Потому что на нем все идеально. Да, Болты не потянутые, все хорошо, как бы, да? Песка нету никакого. Хозяин ухаживает за автомобилем. Мгм. Ну вот, ребята, Всё. очень важно, когда вы привозите автомобиль в сервис в хорошем состоянии или в плохом состоянии, либо чистый он, либо грязный, либо вот это песок, либо грязь, это все влияет. И Влияет. человек копается потом, грязь Да. эту убирает. Это что-то не откручивается. Да. Это что-то загнуто или тому подобное. Конечно. Резьба срывается и все, и вот это время уходит. Мгм. Пару клипс там сломали, но Макс сегодня принес прикольный ящичек. Купили, короче, мы клипсы. У нас теперь появились клипсы. Вот такие вот, целый набор. Вот. И мы теперь клипсы даже туда поставили, новенькие. Вот теперь я такие вещи тоже буду покупать. Знаем где. Вот. Также вот такие вещи пришли. Ну, короче, вообще, по идее, мы совершенствуемся потихонечку. Лучше делаем все что-то. Улучшаемся. Вот. Даже порядок навели, лучше стало, да? Ну, стараемся, что делать-то, чтобы все было как-то лучше. Развиваться будем. Это самое главное. Места пока нам хватает. Летом мы будем в 2 машины вообще как бы делать. Я даже вот такую кепку купил. Вторая кепка скоро придет для Макса. Будет Honda. Вот. Ну, кто там говорит, там хейты там всякие пишут, типа мы там клоуны, еще что-нибудь там. Да, бог с вами, ребята. Есть результат работы, а его никуда не денешь. Вот. Мы его показываем на видео. Есть мастера, которые показывают свои вот такие ролики. Пока что у нас все боятся видеокамеры, боятся. Ну, я говорю про Якутск. Есть у нас еще мастер, ну, пишет ролики нормально. Я тоже к этому хорошо отношусь, в принципе, к роликам. Это надо делать. Надо показывать работу, ошибки, проблемы. Косяки мы тоже как бы показываем, что нет-то. Так что все есть, все бывает. И все мы люди, все ошибаемся, но учимся. Вот. И опыт приходит, он не сразу, он с годами приходит. Чем больше машин мы сделаем, тем будет лучше. Чем больше с проблемами какими-то мы столкнемся, тем лучше. Вот эти перемазки подшипников, они с годами тоже все это покажут себя, как оно уходит лучше. Ну, явно я понимаю, что это лучше, чем вообще ничего не делать. Вот. Это делать надо, хоть попытаться продолжить жизнь этим подшипником, хоть какую-то. Потому что сразу выкидывать деньги на новые подшипники, ну, их просто даже и в хорошем состоянии толком-то и нет. Вот. Так что, ребята, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте вот такой жирный лайк. Чем больше у нас подписчиков будет, тем круче. Потому что, ну, это мотивирует нам делать хорошие ролики, интересные. Может, что-то будем скоро поучительное даже писать. Пока что сами не научились. Ну, как научимся, так начнем. Вот. Всем пока. Всем добра. Можно? Давай.
взял, заварил не Липтон. Подрубил ТВ, на ТВ Билл Клинтон. Не употреблял, не пишем слитно. В банке кофе на балконе догорит без фильтра. Рубль упадет, подрастет крипто. Деньги на счетах, подставная фирма. Всюду нищета, как в нашумевших фильмах. И я